друзья, опять и едем навстречу приключениям. Сегодня у нас 29 октября, правильно, 29 сегодня? Ну а мы едем с разведкой. Не знаю, что у нас получится, но вчера было минус 8, до этого было минус 5, сегодня минус 6. И мы вот с Саньком едем на озера посмотреть, какой толщины лед. Это разведка боем, можно так сказать. Не с ночевкой, ничего. Если будет лед, то завтра поедем уже на рыбалку с ночевкой. Все, выставим жерлицы, тудым-сюдым. Сегодня у нас чисто разведка. Ну а заодно вот этого шалопута выгулять, что прогулялся, уже застоялся, засиделся на цепи. Так что, друзья, едем. Засиделись мы дома у нас, затянулось межсезонье. Летний сезон мы уже закрыли больше, чем недели назад. Сделали все свои дела, смонтировали все свои ролики. Теперь все впереди. И дай бог, чтобы не потеплело. Мне надоело это уже межсезонье. То замерзнет, то растает снег, то выпадет, то опять до конца растает. Все, надеюсь, это уже зима. И надеюсь, у нас будет уже сезон зимней рыбалки. Так, а это каракатица, что там? Ёлка-макарёк, что она ползет? Так, обгоняем. Черепаха чертова гололед. Гололед. Шаг назад и два вперед. Гололед страшный, дорога очень скользкая. У нас резина Камафлайн, сезонка. Так что, если быстро не гонять, то на ней можно ездить всю зиму. Она получше, чем шипованная, даже при езде вот таких вот, где снег, где грязь, где каша. А сейчас у нас и грязи будет хватать, и снега, потому что еще лужи не замерзли глубокие, так что бедные Нивушки сегодня достанется. Ладно, друзья, едем, встречаемся на первой луже. Поехали. Решил показать вам состояние нашей реки, река Печора, на 29 ноября. Как мы видим, шуги нет, хотя неделю назад шуга была, особенно правый берег был весь в шуге, пласты белые хорошие плыли. Здесь все было зашуговано. Было потепление до плюс 5, это все растаяло, все ушло. И теперь, как мы видим, немного вон, немножко каши плывет, немного шуги тонкой. Вода поднялась, вода большая, лодки, смотрю, все практически уже подняли, убрали, навигацию закрыли. Я думаю, рановато, ну, не знаю. Я вот вообще уже когда неделю назад закрыл. Шуги нет, курюшки вот подо льдом, вижу вот куря подо льдом там. Куря подо льдом, за островом тоже все открыто. Ну все. Берем пешню и вперед. Без пешни никак. Белка бегала. Друзья, вот мы и на том месте, где, помните, где-то числа к 7 сентября я закинул ловушку на мальков. Закинул не жмых же, а как его, кубики-то, ну, с прикормкой. И сломал мотор, и так получилось, что я с тех пор так и не смог это все проверить, все хозяйство. И вот теперь будем пробовать. Вот мы на месте, вот наша палка, и смотрим лед. И как мы видим, зимней рыбалки у нас по-любому пока не получится, так как вон лед. Сейчас скажу вам, сколько сантиметров. Лед, хотя и сантиметров 5, наверное, где-то толщиной здесь. Это возле берега. Может там и это. Может там-то и будет держать, конечно. Ну-ка. Пробивается с одного раза. Если с одного раза пробивается, лучше, конечно, туда не лезть.
мы лезем. Лезем посмотрим, потому что, да, в принципе, что утонуть я здесь, наверное, я так думаю, не утону. Так, вот наша палка. Наша задача какая? Посмотреть, было или не было что-то здесь. Вот, наша палка. И если что-то было, то так, что, попробуем выйти на лед. Это трава. Там-то я, наверное, пройду, я так думаю. Ой, мама. 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 Вон, лед получается сантиметров 5 есть. Вон возле берега ни хрена не держит. Вот он. Это все из-за травы. Блин. Глубоко не глубоко, купаться все равно. Кажется, вот здесь вот он может треснуть. И он треснул. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот. А дальше там глубже, там где-то вот так вот будет уже. Ну пофиг. Что, рискуем? Вот это фигня. Ну, с Богом. Стою. Вот тут и не стоять. Вот и, друзья, первый лед. Я на него встал. Не знаю, может быть, я уйду под него сейчас, правда. А ловушка у меня где-то здесь. И как мне ее достать? Вот я просто попробовать подо льдом. Мне кажется, я так сейчас буду ломать, я, наверное, уйду, да? Пластом. Вот она. Так. На принципе, вон. Рано еще. На озеро по-любому рано, потому что пробивается с одного раза. Вон. Вон. Так что, я так думаю, я так считаю, что вот если с одного раза вот так вот пешней пробивается, значит рыбачить рано. Тем более вот там, где течение, там все еще открыто. Мы, конечно, сейчас же попробуем дойти до озера. Но пока я попробую эту ловушку вытащить под низом, потому что что-то мне чувствуется, что если я сейчас буду колотить его так, я уйду вместе с ним. Потому что здесь будет это, и она... Так оно и будет, наверное. А лучше так вытащи из-под льда. А она вон, походу, видишь? Завязана? А? Привязана, что ли, там она? Она не привязана, вмерзла в лед. А, Мне кажется, она не выйдет. Трещит, блин. Кое-кто по такому льду уже вовсю рыбачат. Мне что-то с моим... это супер легкий человек. Да. Мне что-то у меня чистого веса 92 бывает, 93, даже до 100 килограмм бывает, сейчас не знаю, правда, сколько. Вот это просто не хочется. Не идет, да? Привязано. Вот она вроде, видно же кусок. Лед мерзлый.
Была бы доска хотя бы отсюда проложить доску, да, и по доске ходить. Куда бы ни шло. Так. Ага, вот она. Она получается в лед. Вмерзла. Вот она, видишь, кончик. Кончик вмерз в лед. Все. Это все пойдет. Тихо, тихо, тихо. Ой, бля. Порвал, что ли? Упал. Не знаю. Не дернул вроде сильно. Тихо, 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 тихо. Стоп, стоп, стоп. Что-то идет. Сейчас. А вон веревка, да, торчит. Веревка торчит. Опа, опа. Так, смотрим, что у нас было, что у нас стало. Это еще не так страшно. Вот страшно уже. Так. Что у нас в такой ловушке? Ты не поверишь. Тут штук десяток маленьких мальков и один маленький налимчик даже. О, Ой. Так, а здесь большой ловушка у нас. То же самое. Один маленький налимчик. Штук десяток мальков. Налимчика надо отпустить бы сразу. Всякие пиявки еще там. Опа, куда-то, куда-то. Тебе волю никто не давал. Лягушка даже, прикинь. Даже лягушка есть. пойдет на налима? Пойдет, конечно. Еще как пойдет в озеро. Ну, ходи. Ой, блядь! Фу, блин. Вот такая жаба вышла. Не, надо, а что мы ведро-то не А взяли? я не знаю. Короче, ладно, друзья, я сейчас схожу за ведром. И у меня чуть сердце, когда на руки вот сюда выскочила эта жаба. Просто не то, что я их боюсь, я их просто... А так вон, друзья, сейчас покажу вам толщину льда. Здесь вот возле берега 5 сантиметров есть лед. Так что, по идее, если здесь майну сделать, можно ловушки прямо сюда и кинуть будет. Сейчас я сюда эту воду кину. Так. Мы уже немного смелые. Сейчас еще попробую. Ой! Бля, это зазорно, вот страшно, да, возле берега вот это. Там это вон, видишь? Ага. Так что лучше привезти с собой 2 доски, наверное, да? И по доске до основного льда. Если что, вот можно будет потом это здесь вот прямо и ловить мальков. Так, все, друзья, собираем отсюда живцов. Ведро я их закину, потом куда-то в тюрьму. Малявок 20 где-то. Остальные, скорее всего, вышли. И небольшой налимчик здесь, и небольшой налимчик здесь. Я их отпускаю. Вот такие буквально маленькие налимяки. Надеюсь, здесь лягушек нету. Вот он. Нет, это малявка. Видишь, малявки? Ну, выходи. Все, выходить не хочет. Тихо, тихо, тихо.
А сейчас ведро принесем, да потом ведро. Блин, сейчас потеряюсь их. А, вон он, налимчик. Вон маленький налимчик. И малявки убежали. Вон. Малявку убежали из-за тебя. Где малявка? Вот она, вот она. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Где-то. Все, ушла. А, нет, поймал. 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 Налимчика толкни, пускай плывет. Вот, налимчик, там такой же второй. Вон, я его отпускаю, друзья. Вот такой вот маленький налимчик. Пусть растет. Иди, друг. Расти, приходи ко мне. Вот. Там еще один такой, я его попозже отпущу. Короче, дую за ведром. Закинем их в тюрьму. Остальные ловушки тоже сюда перенесу и тоже сюда и закину тогда. По-любому же достанем мы их, выдолбим, если что. Палку так вертикально поставлю, даже все, чтобы не с берега, да? А куда больше? Больше нам некуда. В Ёльку? В Ёльку. Ну ладно, съездим, посмотрим. По крайней В мере. Ёльку с берега же можно, там чисто. Можно же Все, Ёльку с друзья, берега. пока выключаемся, рекламная пауза. Так, сходили за ведерком. Хватит. Видишь, какая? Там-то вода кристально прозрачная, которая с леса вытекает. А здесь смотри, какая становится, болотная. И получается, здесь она промерзает. Получается типа курьи. А там она не замерзает даже и зимой. Так, что, начал отсюда. Ну, смотрим. Всех лягушек, всех высыпаем. Посмотрим. Ой, какая жаба, блин. Все, что ли? Нет, есть. Еще вторая лягуха. Лягушек тоже ведь можно насаживать. Вон там третья еще. Третья лягушка. Жабье царство. Все. Ловушка. А этих ручейников-то сколько здесь на рыбалку? Так, смотрим улов. Вон, видно? Покажи. Видно, нет? Ага. Раз, два, три большие лягушки, одна маленькая. Штук десяток. О, туман кого-то нашел. Штук десяток мальков. И вон второй такой же налимчик. Вон небольшой. Мы его отпускаем. Иди. Иди, друг, гуляй. Так. И смотрим у нас второй ловушки, что тут. Опять же жаба, что ли? Это нет-то. Сюда-то не влезло бы. Тоже несколько мальков. И все. Ну, на первое время, если ничего не найдем, на жерлице хватит. Штук десяток тут мальков. Несколько жабенков. Даже вон какая жабеночка была маленькая. Видишь? Ага. Сдохла. Ну, месяц не проверяли. Вон какие лягушенцы. Давайте, давайте. Нет? Не, их На насажу. налимов посадишь? Так налим их есть. Я в налиме в животе сам видел лягушки. Зимой. Это я их этих всех насажу. Вот 3 жабы большие, одна маленькая лягушка. И штук 10, наверное, 15 мальков. Ну и несколько маленьких еще. Так что у нас на первое время наживка есть. На лед пока выходить рано. Ну сейчас мы посмотрим. Доедем до первого озера. И там будет видно. А пока сейчас мою банки, бутылки. Собираемся и выезжаем. В тюрьму я сюда их кидать не буду, потому что здесь сейчас все промерзнет. Загинем поближе туда к дороге. Все, пока выключаемся. Короче, друзья, ехали и приехали. Доехали до моста. Здесь раньше был мост. Он и сейчас тут есть. Но на Печоре идет большой подъем воды. И вода порой что затекла с Печоры уже сюда. И я что-то мне совсем не хочется лезть сюда на машине, потому что тут и без воды-то такая грязюка и колея такая страшная, что можно просто бултыхнуться вот там вот. А сейчас вон. Так что, друзья, все. Сегодняшняя рыбалка у нас
вряд ли повторится. Только по краешку там пройти. Вот и тут подгривочки. Таня, ты точно пока не пройдешь? Нет, конечно. А там глубина, мама, не горюй. Вот туда, если что, можно будет это и кинуть. Тюрьму-то? Садочек. Так что, друзья, сегодняшней рыбалки у нас не получается. Будем ждать спада воды и укрепления льда, пока еще рано. Как-то вот так. Тут еще звонит. Все-таки, друзья, я по краешку моста перешел мост. Санька остался там чаевничать. Хочу проверить состояние льда на первом ближнем озере. Вот вышел на берег Печоры. И как мы видим, на Печоре можно вовсю еще ставить сети, плавать, не водить, все что угодно. Шуги даже нету. Вон есть небольшой лед в кустах. Вода прет, прибывает. Все затопило. Некуда будет привезти, если что, берегов нет. Так что не водить никак. Но плавать с плавной сетью вполне возможно. Так что кто не ленится и дома не сидит, сейчас самое то. Вода поднялась, пошел подъемный сик, скорее всего. И кто не боится замерзнуть, сейчас рыбы половит, наловит. Ну а мы что? Мы проверяем лед на озерах. Мы не плаваем, не водим. Мы, наверное, народ ленивый получается. Или боимся морозов, или боимся холода, я не знаю. Но нам осталось пройти совсем немножко, и мы будем на первом озере. Кстати, вы знаете, как название этого озера? Я все раньше удивлялся. Семга-ты. Семга по коме это, что и по-русски это семга. Ты это озеро. Почему это озеро назвали Семга-ты? Никто не знает. С поколения в поколение. Семга-ты и Семга-ты. Может быть, кто-то когда-то там ловил семгу, что вполне возможно, так как озеро весной заливает, заливное озеро. Не знаю. Но по-другому его уже никак не назовешь. Даже во всех картах оно так и называется. Семга-ты. Так что мы идем проверять лед на первом озере, который где-то километров 7, наверное, от нашей деревни расположен. Семга-ты. Многие люди с нашей деревни, да и с райцентра, очень часто бывает первый лед, праздник первого льда, и встречают именно на этом озере, потому что оно замерзает одним из первых. И как только тоненький ледок схватывает, всем мчатся сюда уже, потому что это сейчас никак проехать на машине. А так обычно проезжаем этот мост и подъезжаем прямо к самому озеру. Не надо пешком тебе ходить, ничего. Все. О-хо-хо. Вот мы подходим к озеру, и я вижу, что не то что первый лед, а на этом озере еще можно плавать на лодке. Озеро открыто, друзья. Вот оно, наше озеро. И я вижу, что оно открыто. Открыто. Краешек там подмерз. А вот здесь, где мы обычно рыбачим, оно все открыто. Естественно, ни о какой рыбалке не может быть и речи. Вон. Не знаю почему. То ли. Вот край озера вижу подо льдом.
Там тоже что-то вроде прихватило. А вот здесь, как мы видим, озеро открыто и -5, что сейчас показывает температура. Оно навряд ли замерзнет. Сейчас посмотрим состояние льда. Пробивается. Как мы видим, пробивается с одного раза. Даже бить не надо. Пробивается с одного раза. И это получается, что на лед пока выходить рано. Ну, можно, если человек весит килограмм 30-40, да на лыжах. Но я думаю, незачем рисковать. Оно того не стоит. Надо хотя бы градусов 10 и без снега. А как мы видим, снежок уже пошел. И по прогнозам у нас потепление. Потепление до -2 на выходные. Если большого снега не будет, может быть, это все и затянет. Но сюда я точно пока не приду. Как говорится, хочется, очень хочется, но колется. Необоснованный риск, зачем он нужен? Так что открытие перволедия у нас пока отменяется. Будем готовиться, будем что-то думать. Ну и следить за температурой, за погодой, что да как. Как только, так сразу. Встречаемся на первом льду. До свидания, друзья.